Привет, телезрители! Добрый день, друзья! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». Работаем мы, как видите, из дома, но знакомим вас с новостями. У руля событий Руслан Николаев И Карина Однобаева. А вот что заготовили в режиме самоизоляции наши корреспонденты. Сегодня в выпуске: как создать произведение искусства дома, что за символ ромашка, почему организация рабочего места – это так важно, и кто же у нас тот еще кулинар. Все это и намного больше в «Горе новостей», так что смотри и не переключайся. На календаре 27 апреля. И сегодня, кстати, мы празднуем Международный день скульптуры. Я в последнее время начал увлекаться, так сказать, искусством. Появилось свободное время на карантине. Я, кстати, посмотрела ту документалку, которую ты мне посоветовал, про Третьяковскую галерею. Ставлю огромный лайк. Ну а сам Международный день скульптуры был создан в 2015 году Международным центром скульптуры. Главная и основная цель этого центра – это популяризация этого жанра искусства. А сейчас новости, которые происходят совсем рядом. Вся страна знает о граффити, которые посвящены врачам и пациентам клинической республиканской больницы имени Куватова. Об этом рассказал Первый канал. Это граффити, кстати, написал известный наш уфимский граффитист Артур Лукьянов. И за основу он взял работу английского художника и карикатуриста Джея Хиблина. Вы, кстати, потом можете там погуглить оригинал. А сейчас предлагаю посмотреть сюжет о том, как приблизиться к искусству, сидя дома. Сейчас я расскажу вам о новом глобальном тренде интернета. Пользователи Инстаграма запустили новый флешмоб для скучающих на карантине. Его суть в том, что нужно повторить произведение искусства, например, картины или скульптуры, при помощи подручных средств. Чтобы повторить эту фотографию, понадобится также темная кофта, бусы, я одолжила их у бабушки, и любой домашний питомец. У меня будет кошка. В России уже более 200 тысяч человек приняли участие в этом флешмобе. Чтобы воссозданные произведения искусства не терялись, в Инстаграме был создан аккаунт, куда люди присылают свои работы. Я решила присоединиться к ним и попробовать повторить картины из школьной программы. У нее здесь прям очень розовые щеки, я думаю, я оставлю такие. Осталось только сложить руки в правильной форме и прижать цветы к голове. Думаю, фотка будет готова. Итак, я повторила картины «Женщина дождя» Светланы Телец, «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи, «Утро в сосновом лесу» Шишкина и Савицкого и еще одну картину в стиле Рембрандта. А это топ самых лучших работ с интернета, больше всего похожих на свои оригиналы. Этот флешмоб не просто бесполезное развлечение. Участие в нем принял даже главный тренер футбольного клуба Уфа Вадим Енисеев, повторив картину Пикассо «Девочка на шаре». Такие необычные фотографии точно украсят странички ваших соцсетей. Энджи Мухаммадиева специально для «Горы новостей». Просто отличная идея! Да, кстати, вы можете попасть в историю, так сказать, не выходя из дома. Сейчас наш уфимский филиал парка «Россия. Моя история» присоединился к флешмобу тюменского филиала парка «Россия. Моя история» и проводит флешмоб «Музей в тапках». Это очень крутая тема, и мы вообще не проводим ни дня без движух, всегда что-то придумывают. В чем, собственно, сам флешмоб? Вы должны рассказать и снять видосик о каком-нибудь там, знаете, у каждого, наверное, дома есть какой-то свой собственный экспонат, который они, допустим, привезли из путешествий, или просто что-то, что дорого, так сказать, своей душе. Вот, и вы об этом рассказываете, и самые интересные и необычные попадут в музей. Но обязательно надо отметить аккаунт музея и ряд хэштегов выполнить. Это советский район Уфы, это хэштег, да, а потом хэштег «Россия. Моя история» и хэштег «Музей в тапках». И только после выполнения всех этих, так сказать, условий ваша работа будет считаться. Вот. Уверена, что у каждого найдется дома экспонат, связанный с личной историей. Это может быть все, что угодно. Книжка, которую вы привезли из какого-нибудь путешествия, коллекция магнитиков из разных стран или камешки, которые вы собрали на берегу моря.
И как только весь этот коронавирус сойдет на нет и не будет вот этого вот режима повышенной готовности, вы сможете увидеть все эти предметы вживую, ну или на экране телевизора, потому что парк все-таки мультимедийный, уже в музеях, когда они только откроются, конечно же. Будем ждать, а сейчас предлагаю посмотреть сюжет о еще более благородной акции. Сидя дома на карантине, я не скучаю и решила заняться благотворительностью. Хочу рассказать вам про свой проект под названием «Распусти ромашку». Его смысл заключается в том, чтобы помочь особенным детям не чувствовать себя отдаленными от остальных. Ромашка – это символ проекта, так как по традиции это цветок детства и искренности. От лица Совета старшеклассников Ленинского района мы с Гузей, как активные общественные деятели, решили запустить данное движение. Расскажи о дальнейших планах нашего проекта. Мы будем продолжать продвигать наши идеи. В дальнейшем мы будем проводить мастер-классы совместно с Центром детского творчества и будем распространять нашу идею на более обширную аудиторию. Почему было решено воплотить идею именно таким способом? Дети с особенностями в развитии достаточно стеснительные, поэтому именно таким способом, немного игровым, творческим, мы решили с ними наладить связь. Договариваясь с фондами и центрами для детей с особенностями развития, мы познакомились с семьями, которые с радостью захотели поддержать нашу идею. И таким образом мы быстро организовали изготовление игрушек мечты и уже через пару дней были у них дома, чтобы подарить им это счастье. Сегодня мне привезли этого енотика. Спасибо то, что вы делаете добрые дела, дарите детям всякие мягкие игрушки. Вместе с Центром детского творчества из подручных материалов очень скоро были с любовью воплощены в жизни мишки, енотики и другие желания детей. Вот такие игрушки, сшитые по рисункам и описанию ребят, отправятся им прямо в руки. А мы бежим заниматься следующей партией. Эля Власенко специально для ГР Новостей. Ребята планировали это провести, но вот случилась вот эта вот эпидемия коронавируса. Но в итоге они решили ничего не переносить, потому что когда ты сидишь дома, тебе еще больше нужна поддержка. Да, кстати, ансамбль Фаизи Гаскаров сейчас готовит два проекта. Первый — это книжка с раскрасками, и второй — это наклейки. Их цель, этих двух проектов, это популяризация народного костюма башкирского и национального народного танца, тоже башкирского, конечно же. Выглядит очень стильно. Да, потому что как раз-таки для этой цели был призван, так сказать, дизайнер из Москвы Ильмир Бухурбаев, и готовится два набора наклеек, то есть два набора, и в каждом наборе будет по 10 стикеров. Вот. Все правильно, именно в такой форме и нужно знакомиться с серьезными культурными основами. Ну а теперь мы познакомимся серьезно с высокой кухней. Я не буду как бы хвастаться, да, но я как бы сейчас шеф-поваром вашим буду. Как вы видите, по мне, на мне нету красивого белого поварского фартука и эстетичного колпака. Это говорит о моей полнейшей некомпетентности в приготовлении блюд, поэтому, если что, не берите с меня пример. Для приготовления пасты карбонара нам понадобится зубная паста. Ну, вообще, для приготовления вам понадобится сыр, сливки, потом 2 желтка. Самое главное, без белка, а то потом появится яичница вместо пасты, а вам это явно не нужно, бекон. Ну и, конечно же, сами спагетти. Ну, а для начала вы должны обжарить бекон. Вот здесь вот в скором времени будут плавать макароны, но пока жарится бекон, мы сделаем, собственно, соус. Для этого нам понадобится вот эти вот 2 желтка. И сюда же выливаем сливки. Вот так вот. Соус должен выглядеть вот так. То есть он должен быть совершенно однородным. Когда макароны довариваются, мы выливаем наш сливочный соус. Также, что немаловажно, приправы. Ну а когда макароны начинают издавать странный звук, похожий на бомбежку во Вьетнаме, это значит, что макароны уже пора снимать. В общем-то, когда ваш соус загустится и будет похож вот на эту белую субстанцию, то кидайте сюда макароны. Одной рукой
это делать была, конечно, плохая идея. И как только вы равномерно перемешали все эти спагетти, можете кидать сюда сыр. И оставляем на несколько минут под крышкой. По сути, паста готова. В интернете, конечно, много рецептов по приготовлению всяких блюд, но я своим профессиональным взглядом оценил этот рецепт и могу посоветовать его вам. Руслан Николаев. В качестве оператора тоже Руслан Николаев. Специально для горы новостей. Руслан, у тебя внезапно появились кулинарные таланты? Я впервые готовил, и вот как виртуозно получилось. Мы надеемся, что вы возьмете этот рецепт себе на вооружение. Ну а я советую сейчас посмотреть вам, так сказать, сюжет от нашей корреспондентки Ани. Она вам тоже даст очень дельный совет. Началось дистанционное обучение, а это значит, что на наши с вами плечи ложится огромная ответственность за наши успехи. Именно поэтому сегодня я расскажу тебе о том, как организовать место для учебы. Думаю, что у всех бывала такая ситуация, когда ты в 5-й раз читаешь параграф по какому-либо предмету и просто не понимаешь, о чем там идет речь. Чтобы такого не было, нужно правильно и грамотно оформлять свое рабочее место. И сейчас я расскажу, как это сделать. И начнем мы, конечно же, с уборки. Тут все просто. На чистом и свободном столе меньше отвлекающих факторов, что поможет лучше усваивать информацию. Не забывайте про хорошее освещение, ведь никто из нас не хочет испортить себе зрение, сидя за компьютером или читая книжку. При хорошем освещении наши глаза и мозг не так сильно устают, поэтому хороший свет – залог хорошей работы. Также не стоит забывать о здоровом сне, ведь от того, насколько хорошо и крепко мы спим ночью, зависит работа нашего мозга на протяжении всего дня. По моему мнению, следующие вещи должны быть у каждого школьника на рабочем месте. Учебники, записная книга, зарядка, тетради и вода. Также постарайся как можно чаще проветривать свою комнату. На этом у меня все. Надеюсь, что мои советы тебе правда пригодятся. Желаю тебе успехов. Аня Ильницкая специально для горы новостей. Я полностью согласен. В этом деле вообще ничего не должно отвлекать. Надеюсь, вас тоже ничего не отвлекало от нашего эфира. Ну а на этом, собственно, и все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Карина Дабаева И Руслан Николаев. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. И оставайся дома. Пока-пока-пока.